В истории советской школы было всего 3 проекта школы. Мы учились вместе с вами в проекте школы 1964 года. Новые проекты школ, они совершенно другие. Это уже, в принципе, не школа в классическом понимании. Это образовательное пространство, в котором задействуется каждый метр для того, чтобы дети получали образование и чтобы им было уютно. И, соответственно, уютно с точки зрения получения знаний качественных, чтобы они к этому стремились. И сегодня, в День государственности, наша медицина называет это оптимизацией. В нашем понимании оптимизация советских времен и еще 90-х, если брать это сокращение. Но я понимаю оптимизацию, это пойти в ногу со временем, то есть сделать так, чтобы техникология и школы работали на население. Я правильно понимаю? Совершенно правильно понимаешь оптимизацию, но в данной ситуации я бы вообще негатив этого слова убрала. Речь идет о совершенствовании сети, которая существует. И, естественно, она тоже должна быть перестроена. Медицина должна быть доступнее, качественнее, так же, как и образование. И нет ни одного действия властей сегодня республики, которые бы были направлены против гражданина. Это было бы совершенно неправильно, и, соответственно, это бы не отвечало нашему предназначению во власти. Поэтому все, что мы сегодня делаем, оно прежде всего направлено на то, чтобы услуги, которые оказывает государство для граждан, они были доступными, качественными и служили каждому гражданину. И если сегодня в преддверии государственности мы забиваем сваю этой школе, то хотелось бы поздравить и город Якутск, то, что одна из новых школ, которая появится в городе Якутске, прошла через федеральный проект, и в городе Якутске вскоре мы объявим о строительстве еще одной большой новой школы. Хотелось бы немножко пояснить, а в действительности получить федеральный проект и построить школу, это года? Это года, это тяжелая работа, это доказательство. Ко всему прочему, мы не одни в Российской Федерации. И, соответственно, пока по федеральным проектам каждому субъекту выделяют по одному объекту по федеральной программе образования. В прошлом году, благодаря слаженной работе правительства, устойчивости главы республики, мы получили еще один объект, деньги еще на один объект. И школу эту точно сдадим в Мегино-Кангаласском районе в селе Петровка до конца года. Можно вас попросить поздравить жителей республики с Днем государственности? День государственности – это один из дней, который входит в новую историю Якутии. День государственности – это один из дней, который дает нам возможность считать себя полноправными субъектами, прежде всего, большого российского государства. И, конечно же, День государственности – это день каждого якутянина, кто здесь родился, кто сюда приехал, кто здесь вырос, и тот, кто любит свою родину. Я бы сказала, с Днем любви к родине, которая именуется Якутия, вас, якутяне.